Здравствуйте! В прямом эфире ОРДО в студии Зарина Металиева. Уважаемые телезрители, сегодня мы обсуждаем День Конституции. Как известно, день рождения, юбилейная дата, будут эксперты. Ахматалиев Алмазбек, политолог, ректор Академии управления при президенте Кыргызской Республики. Здравствуйте. Джаманкулов Марат, руководитель аппарата Конституционного суда. Здравствуйте. Нурматов Темирбек, член Конституционного совещания. И Айдарбек Мамбеткадыров, член Конституционного совещания. Я вас рада приветствовать в нашей студии ОРДО в преддверии праздника, да, что уже, как известно, 5 мая мы отмечаем день рождения Конституции, 30-летний, да, юбилей. Хорошо, много или мало, но это уже дата, где мы можем сделать те или иные выводы, да, и прийти к результату. Ровно 30 лет тому назад, 5 мая 1993 года, была принята Конституция, да, так называемым легендарным парламентом, и там заложились правовые основы государства. Да. И также эти же основы продолжают составлять конфигурацию государственного строительства. Да. На этом этапе было разное, ну, так скажем, путь был непростой, но давайте об этом, скажем, тернистом пути мы сегодня побеседуем и попытаемся кое-какие выводы сделать. Да? И, наверное, с вас начнем, да, Алмазбек Натальевич? Ну, Зарина, весь коллектив национальной телерадиокомпании, всех кыргызстанцев, наверное, можно поздравить, что 30-летний юбилей Конституции, как вы сказали, путь был абсолютно тернистый. Но это нормально для молодого государства. И Конституцию вообще я бы рассмотрел в таких 4 ипостасях, что ли. Первое — это как основной закон. Второе — это как национальную идеологию нашу. Да? Третье — это как общественный договор. Да? И четвертое, я даже не знаю, какое слово придумать, наверное, это как мечта. Да? Это есть, вот прям да, что-то философское. Да, вы мечта, потому что во многих статьях нашей Конституции есть вещи, которые бы мы хотели бы иметь. Да? Сегодня это, ну, не получается, да? Но мы всему миру заявляем, что мы вот хотим вот в таком обществе, в таком государстве жить. Да? Почему я говорю об идеологии? Потому что, особенно вот в последнее время, все время мы говорим о национальной идеологии. Да? И я у своих студентов тоже спрашиваю, вообще, как вы себе представляете, да, вообще, что такое национальная? Это книжка, или это указ президента, или это закон? Что это вообще? Я им всегда говорю, и своим коллегам тоже сегодня хочу предложить, прочитайте преамбулу нашей Конституции, да, вот это и есть наша национальная идеология. Там все есть, да, там и заветы Манаса, да, это память о наших погибших героях, наши желания, в каком обществе вообще хотим жить и так далее, да. И поэтому, на мой взгляд, вот в этих 3 ипостасях Конституция, по большому счету, сильно не изменилась, да. А вот изменилась он как в одном элементе, как основного закона. Ну, жизнь, она так устроена, что, как говорят, суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет, да, поэтому на этом тернистом пути нас ожидали очень многие изменения. Если заметили, в основном менялось что? В основном менялось те главы Конституции, в которых речь шла о государственном управлении, о власти, о разделении властей, да. Но есть хорошее выражение, что у нас же нет опыта строительства национального государства. Камень преткновения именно заключался, да, где как раз-таки разделяем вас. Я считаю, ничего удивительного в этом нет, и ничего предосудительного тоже нет, потому что мы до сих пор выбираем, мы находимся в поиске. Ну, говорят, что у нас было государство там на Енисее, там столько-то тысяч лет назад. Ну, пусть об этом историки. Я лично считаю, что мы сегодня вырабатываем тот опыт построения национального государства, которого у нас в принципе никогда не было. И, естественно, надеяться, что на этом пути не будет ошибок, не будет революций, потрясений, ну, это из области сказки. Поэтому я с удовольствием поздравляю всех, потому что мы выдержали 30-летнюю
историю, да, нашей Конституции. Там было и хорошее, и плохое. Но, слава Богу, Кыргызстан есть, кыргызский народ есть. Что-то получается, что-то не получается. Но весь мир знает, что мы народ, который Суверенное, старается независимое государство. построить нормальное, правовое, демократическое и другое государство, которое прописано в первой статье. Да? Поэтому Да, на самом деле, в продолжение вашей мысли, как раз вы говорите, что студентам говорите, какую идеологию вы хотите. Наверное, нужно им задать вопрос, а что такое идеология. И также хочется согласиться с вами с той мыслью, как раз таки в преамбуле записаны заветы Манаса, а в Манасе, как известно, вся философия кыргызская, да, кроется. для меня, например, идеология – это система каких-то ценностей. Да? Грубо говоря, что мы предпочитаем, как народ, как нация, от чего мы хотим избавиться, грубо говоря, если по-простецки. Это все есть. Поэтому я считаю, что не надо искать национальную идеологию, она уже прописана в нашей Конституции. Вот его надо просто расшивать, преамбулу, принимать законы, какие-то решения. Толковать, так скажем, да? Толковать, да. Ну что ж, Марат Тургумбаевич, на самом деле, да, присоединяюсь к поздравлениям, что хорошо, мало ли, либо много ли, но действительно, может быть, для истории 30 лет это ничего, да, скажем, да, но тем не менее, это тот срок, где мы можем оглянуться и сделать те или иные выводы, да, и вообще проанализировать, как вообще развивалось наше конституционное развитие, да. Ну, во-первых, спасибо большое за приглашение. Я тоже хочу поздравить всех нас, всех кыргызстанцев с этим знаменательным праздником. И хотел бы отметить, что именно вот такое масштабное празднование 30-летнего юбилея было инициировано Конституционным судом. И это на самом деле большая благодарность главе государства, то, что он поддержал, да, эту идею. Поскольку, по сути, это второй, ну, если не первый, то второй по значимости именно для государства праздник. Ну, как правило, первый Согласна. Это День независимости, Согласна. 5 мая, День Конституции, это для государства не менее важный, да, праздник. Но так получилось, что для многих обывателей, рядовых граждан 5 мая у нас превратилось в красный день календаря. И не более. И не более. И на самом деле мы тоже видим ситуацию, когда наше население, наши граждане не совсем понимают, да, ценность, значимость этого документа. И мы посещаем тоже различные страны. Здесь надо отметить, что вот орган конституционного контроля, он активно взаимодействует с различными международными организациями, с органами конституционного контроля зарубежных стран. И мы видим, как это происходит у наших коллег, да? И как раз таки любое мероприятие, которое проводит, предположим, Конституционный суд Турции или Конституционный суд Индонезии, это вот в азиатском регионе, они такие передовые институты считаются, Конституционный суд Кореи, там обязательно присутствует глава государства, там обязательно присутствуют главы ветвей власти, да? Тем самым это тоже какой-то знак, да? Знак всем гражданам, что все, что ценное в государстве есть, оно на самом деле его выдумывать не надо, оно точно так же, как и в других государствах, в нашей стране все прописано в Конституции. Поэтому, да, разные были этапы, действительно, как Агай говорит, мы, наверное, еще находимся в поисках. В основном, как он сказал уже, что в основном это касалось изменения основ государственного устройства, перераспределения полномочий между государственными органами. Но надо отметить, что самый основной раздел, который называется «Права и свобода человека», да, практически они не видоизменились с момента принятия Конституции 1993 года. И это на самом деле очень важно.
Потому что, в принципе, страна, она вольна выбирать для себя, да, свой путь развития. Потому что критиковать, скажем так, парламентскую форму правления или президентскую, или смешанную можно всегда. Здесь все зависит от конкретных условий, конкретного времени. У нас много примеров, когда и с парламентской формой правления развитые страны есть. Да? То же самое мы можем сказать и о президентской форме правления. Но пока вот получается за 30 лет мы вот эксперименты, да, 10 лет прожили при парламентской форме, до этого жили при президентской. Здесь, наверное, самый основной показатель должен быть такой, что система государственного устройства, она должна быть мобильной, оперативной и способной быстро притворять какие-то экономические изменения в стране. Поэтому вот, кстати, о 30-летии, да, если говорить. Не, Даже- вот я вот Ага. прошу прощения, Да. хочу вот продолжить вашу мысль. На самом деле я полностью согласна с вашим тезисом, что действительно население наше воспринимает 5 мая как обычный выходной день, а на самом деле не придают вот эту всю значимость, да, вот этого дня, да, на самом деле, что он несет, этот основной базовый документ. И вот как раз таки вы сказали, что основной вот раздел, где связаны права и свободы человека, они как раз таки вот я же не зря сказала, да, в начале, что как раз-таки Конституция 93-го года, оно как бы конфигурацию несет еще вот те базовые, да, элементы. Да, соглашусь с тем тезисом, что, как и любой документ, это живой организм, социальная жизнь меняется, общественная жизнь меняется, запросы меняют в конце концов. И так или иначе Конституция, она не может быть просто как бы не двигаться, да, скажем, да, нет, конечно. Определенно бывают изменения и поправки. О значимости мы еще поговорим, сейчас вернемся. Айдарбек Мырза, вы как считаете, вот ваше мнение по поводу нашей дискуссии? Здравствуйте еще раз. Я здесь хочу только уточнить, что как раз-таки Айдарбек Мырза был как раз-таки вот членом Конституционного совещания по проекту вот последнего, да, варианта Да. Конституции. Здравствуйте еще раз. Хочу поздравить всех, каждого гражданина нашей страны с нашей вот этой историей. 30 лет это мало, 30 лет это много, да? И за 30 лет мы прошли большой практический путь. Большой практический путь. И не просто, скажем, изменение там, Конституции, каких-то норм, а именно еще и в самой практике. И как до этого сказали, да, основные моменты, именно это по правам человека, с 93-го года основные базовые элементы, они остались неизмененными. Да? Вопрос только был вот именно в принципах, да, разделения, да, властей, да, в принципах именно в полномочий. Да. И я остановлюсь на самом Конституционном совещании, потому что, можно так сказать, впервые Конституционное совещание было собрано очень большой круг лиц, около 90 человек, из разных сфер. Основной упор был сделан на научно-теоретическую базу, были приглашены все юристы с разных Дискуссии сфер, были да. жаркими. Дискуссии были очень жаркие, и двери были открыты всем. Да? Нас в тот момент критиковали по-разному, говорили, и, честно говоря, даже было обидно, что не за такие слова, за такие высказывания. Но хочу сказать откровенно, что нам никогда не приносили там готовый какой-то текст или там какую-то готовую редакцию. Вот идите, да, у нас дискуссии были с 9 до 5 каждый день. К нам приходили граждане, обращались, свои предложения давали. То есть открытая форма была, да. И что мне там понравилось, были люди почти со всех сфер, и каждый со своей области предлагал что-либо внести в основной закон. И это действительно сработало. И это действительно сработало, потому что мы работали довольно приличное время, занимались каждым днем, внеся изменения, знали о том, что за основу будут взяты эти изменения. Как до этого сказано было, никакой документ, он не может быть догмой, да? В связи с тем, что сейчас идут очень большие
тектонические геополитические изменения в мире, да, и они будут идти, и нам в ногу со временем надо ориентироваться под оперативность, как вот Марат Мырза сказал, под оперативность решения каких-то проблем, решения каких-то, я не знаю, ратификационных моментов, да, очень много других. Когда вот, скажем, время не ждет, и надо быстрее сообща это решать. И мы сами знаете, очень стоим в таком интересном геополитическом месте, где несколько, скажем, больших игроков влияет на ту или иную ситуацию. Но, как Алмаз Агай сказал, мы должны вот эту породить национальную идентификацию, да, мы не должны забывать, кто мы есть, да, на самом деле. Да, наши предки заложили, дали нам жизнь, дали нам историю, и мы это все должны, соответственно, как передать следующему поколению. И впервые, можно так сказать, в преамбуле мы долго, вот Темир Мирза знает, долго писали эту преамбулу, потому что мы знали, что эта преамбула даст большой толчок и локомотивом для нас, да, в той части, что если мы не заложим национальные свои интересы, то никогда этого как бы нам наше поколение, да, оно не простит, потому что мы должны знать, да, вот само слово кыргыз, да, вот мы 2200 лет бьем в грудь, да, а его надо в современный мир, соответственно, выставить и далее уже продолжать. И это очень действительно хорошая преамбула была, нам ориентир, да, можно так сказать, да. И Такой путеводитель. Путеводитель, да. И путеводители, и сейчас по этому путеводителю, я так скажу, ведутся очень хорошие работы. Вот, например, наш госсекретарь сейчас по именно национальному идентификацию ведет большую программу, проект. И это для чего? Чтобы каждому новому нашему будущему гражданину, чтобы дать в уста, что за ценность, культура, там очень много, да, вот взаимосвязано, там целое такое глобальное, как бы, глобальное направление, да, и если мы это не возьмем сейчас в руки и не будем его развивать, то, как и другие страны Европы, народы, там, Центральной Азии, Южной Америки, мы можем просто уйти, да, вот без языка, без культуры, без ничего, Да, просто на самом там деле. существовал такой, и все, там, в графе, да. А хотя и языка нету, и ни культуры нету, да? Да, вот вы правильно отметили, что действительно Кыргызстан находится, вот если с политической точки зрения рассматривать, такое геостратегическое положение, даже, да, и здесь очень важно, да, в условиях глобализации, скажем, не унифицироваться так, не стать как бы одинаковыми, да, для всех, да. И еще вот в продолжении вашей мысли, когда как раз шли жаркие дискуссии по поводу конституционного совещания, это как раз таки положило начало именно вести диалог, когда государство ведет диалог со всеми представителями, так или иначе связанные. Позже даже те или иные экономические реформы были, да, какой бы сфере ни касалось, мы не в первый раз, да, в этой студии обсуждали, и не только, и приходили к мнению, что мы учитываем все мнение, например. Абсолютно верно. Да, были призывы, вот в тот момент и какая-то, можно сказать, оппозиционная группа, юристы тоже выходят. Мы открыто говорим, ребята, чем тратить энергию там, грубо говоря, где-то что-то, в каких-то СМИ, приходите за стол, дайте идеи, потому что я уверен, что там тоже какие-то светлые предложения выйдут. И кто-то соглашался, кто-то нет, да, вот бывали такие моменты. Поэтому я считаю, что идеально ничего не бывает, но на тот момент, на 2020-2021 году, вот, мы вот втроем были в этих стенах Академии наук, действительно сделали что-то такое, что можно было потом гордиться, да? Ну, мы вернемся обязательно. Темирбек Мырза, вы также были членом конституционного совещания. Хочется послушать, конечно, и ваши впечатления, и ваш опыт. Ну и в целом вообще 30-летнем развитии, потому как именно первая конституция независимого, суверенного Кыргызстана, да, здесь это больше, чем закон. Вот я, да, вот продолжение мысли Алмазбека Ахматалиевича. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые кыргызстанцы, тоже присоединяюсь к поздравлениям. Действительно, День Конституции — это тоже один из важных государственных праздников. Да, да, вот за эти годы наша республика прошла вот большой опыт, то есть большой путь, можно сказать, да, потому что в среднем было проведено 10 конституционных реформ, получается. Да? Вот одна из последних, это вот 10-я по счету. И мы считаем, что это большой... Это 10 мы, получается, да, провели реформ, почти, да, за весь вот, этот период? Да, за 30-летний период, ну, за 30 лет вот именно принятия Конституции, вот именно столько было проведено реформ.
И, конечно, эти реформы, именно работа, она не проходит просто так. Это большой опыт, большой багаж для нашего государства и для нашего общества. Мы с каждым разом, в А принципе... самое главное для сознания нашего Да, общества. и здесь каждый раз вот именно приходили, вот как Алмаз Ахматалиевич сказал, к общественному какому-то консенсусу, да, потому что вот первая реформа конституционная, это касалось земельной реформы, например, это 96-й год, если вы помните, и так далее, скажем, да. То есть, видите, с каждым разом наше общество меняется, граждане, самосознание меняется, скажем, да, повышается уровень самосознания граждан, да, ответственности вообще. И я соглашусь с коллегами, да, действительно, мы должны вот именно действительно развивать и знания, да, более широкие знания о Конституции среди граждан, о значимости Конституции, да, о важности. В конце концов, расширять знания о юридической науке. Да, и о правовой грамотности. В принципе, и об этом также была внесена норма вот в этой редакции Конституции о повышении правосознания граждан. Здесь мы также можем сказать, что вот именно с каждым разом идет процесс совершенствования, да, вот, и мы видим, что в Конституции мы говорим, что все равны перед законом. Да, и мы, чтобы поднять уровень, престиж нашего основного закона, необходимо, чтобы все независимо, да, вот, все соблюдали нормы Конституции, уважали нормы, да, и соблюдали. То есть здесь, как и написано в преамбуле нашей Конституции, должна преобладать верховенство права. И мы считаем, что исходя из этого и будет именно отношение людей, граждан, простых, да, независимо от занимаемой позиции, да, вот в обществе положения, все мы должны соблюдать и придерживаться, да, вот этих основных норм. Да, Алмазбек Ахматалиевич, здесь вот прошло 10 конституционных реформ, как отметил Темирбек Мырза. Но это же говорит о том, что вот те конституционные реформы, они тоже своего рода служат таким барометром, да, общества, да, что нам подходит, что не подходит. Мы все-таки были и парламентская, как здесь отметили, да, 10 лет, и сильная президентская, и опять так приходим, да. Вот как раз-таки это позволяет ощущать вот этот накал, настроение и понять природу самих кыргызов. Это вот в продолжении той философии, о которой вы сказали. Да. Давайте не будем забывать о том, что после приобретения реальной независимости мы 2 года жили вообще без Конституции. С 91 по 93 год. Да? Кстати говоря. Да, но тогда было 2 основополагающих документа, 2 декларации о суверенитете, о независимости. Ничего же не случилось, да, в принципе. Но с другой стороны, еще один интересный факт, который, возможно, повлиял именно на нашу первую Конституцию. Если вы заметили, на центральноазиатском территории Кыргызстан был единственной страной, в которой первым президентом был не бывший первый секретарь. Да? То есть это тоже, видимо, наверняка повлияло на то, что мы приняли именно такую Конституцию с теми правами и свободами граждан, да, с теми лозунгами, с теми нашими мечтами, да, что мы хотим вот в таком государстве жить. А дальше, вот Марат Мырза абсолютно правильно, я с ним абсолютно согласен, что касается госустройства, да, и все наши эти методы проб и ошибок, да, это все жизнь. И это просто говорит о нашей неопытности, мне кажется. Это говорит о том, что мы Кыргызда сөз бар ғой өлүп көрдүм биле дегендей, да, не было у нас. И мы начали пробовать. Это говорит о том, что все равно дух вот этой свободы, да, который был изначально у нас, да, и только такая нация может экспериментировать даже с Конституцией, да, с этими формами правления и так далее, да. Но с другой стороны, и мы, кстати, единственная страна были, которая попробовали парламентскую конечно, и огромные негативные вещи, потому что, к сожалению, каждая революция, она возможна в плане осознания, да, в плане было толчком вперед, но в плане экономики, да, в плане управления государством, я, например, как политолог, считаю, что все время были откаты назад.
Мы все, во всех 3-4 революциях мы пережили дни, недели, иногда месяцы полной охлократии, да? Было так. Жертвы были, к сожалению, и так далее. Но я считаю, что все это цена свободы. Нация должна заплатить. К сожалению, мы таким образом заплатили. Да? И мы идем вперед. Наверняка мы еще не раз будем ошибаться. Да? Но мне, например, как политологу, важно, чтобы вот эти вещи, базовые вот эти вещи о правах и свободах, которые мы, Кудайга шүкір, да, не меняем уже лет 30, чтобы они всегда были. Да, некоторые вещи, может быть, мы достигнем еще лет через 50. Но мы должны заявить миру, и мы об этом уже заявили, что мы, в принципе, нормальная нация. Да? Мы хотим построить нормальное государство, да? Мы ни на кого атаковать не собираемся, ни на чьи территории мы не претендуем, своей не дадим, да? То есть мы уважаем права женщин, детей, да? Мы за гендерное равенство, да? Вот эти вещи, которые уникальным образом были сформулированы в 1993 году, они в той или иной мере до сих пор идут. Мне вот это важно. Да, Алмазбек Муталиевич, к слову говоря, когда мы как раз принимали Конституцию парламентская форма управления, на тот момент считалось, что она идеальная. То есть вот этот дух кыргызский, свободолюбивый, он не терпит, да, допустим, это вот они связывали с историческими, да, предпосылками. Я сам был членом Конституционного совещания 2010 года. Да. Если вы меня пригласите на другую передачу, я могу еще поглубже сказать, да, я все понимаю, что это дух свободы и так далее. Но она же не оправдала себя, то есть. Нет, но, извините, есть еще понятие управления государством. Любые реформы мы не должны терять управляемость государства. Вот это важно. Если мы за гонкой, за какими-то, да, дефинициями, там, мы вот кочевой народ, что хотим, то и делаем, и это потом все это погрязает во всех этих бесконечных распрях, да, мандаты продаются налево и направо, да, там уже до школы доходят партийные лоббисты, да, это уже потеря управления. Да, и вот как раз таки если эти такая моменты... конституция позволяет это делать, значит, такую конституцию надо менять. Вот я и говорю об этом, да, что как уверен. раз таки эти все моменты, они настолько дискредитировали вообще сам институт парламентаризма, что здесь схватили все за голову, да, и начали говорить, что нам... Мы сейчас искусственно, да, сохраняем вот этот имидж партий политических, хотя такой урон, да, политические партии могли сделать только ярые враги этих партий, да, мне на самом кажется. деле. То есть они сами себя довели до этого. Да, соглашусь. Но хорошо, что, Зарин, хорошо, что мы даже, вот я очень рад, что Конституционное совещание все-таки не отказалось, да, вот от этой партийной демократии, партийного парламентаризма. Это говорит... Надо ее просто на другой уровень просто повышать. Это говорит о том, что мы становимся мудрее, да. Мы даже... В принципе, я ожидал, что все, никаких партий, да, там нет, вот здравый смысл все равно, да, давайте хоть половину, да, парламента сделаем по партийным спискам. Все-таки проблема не там была, да? Нет, это говорит о том, что нация растет, растет самосознание, да, растет понимание, что, вот этот случай, может быть, он, случай. Случай не случай, но да, он остался в нашей истории. Как бы, да? Поэтому я, например, считаю, хотя я сам абсолютный противник вообще партийных списков и так далее. То есть все выборы должны быть по одномандатным округам. Но, видимо, это тоже... Да, Марат Мырза, на самом деле мы здесь очень такую интересную полемику, да, вот дискутируем, да, но вот я все-таки хотела бы вернуться вот к тому тезису, где вы изначально обозначили, вот понимать значимость, роль Конституции, да, что практически, юристы понимают, да, вот те, кто с правовыми работой связаны, значения, вот, наверное, есть необходимость, и я рада, что вы как раз-таки инициировали, чтобы провести на таком государственном уровне 5 мая, День Конституции, 30 лет, да, то есть это вы этим хотите сказать, слушайте, у нас уже 30 лет, мы живем в независимом суверенном государстве, в конце концов, да, и, возможно, это нужно и внедрять и в школьные, да, чтобы понимали, да, вот право, что такое основной закон, от чего мы отталкиваемся, да, вот вообще вся конфигурация, вообще, вы как считаете?
Идея, на самом деле, празднования этого 30-летия, она абсолютно не заключалась в том, чтобы провести какие-то там народные гуляния, там и концерты, торжественные мероприятия и так далее, да? Хотя и это тоже иногда важно. Идея празднования 30-летия — это как раз-таки говорить о Конституции на различных площадках, в различных целевых группах, да? Потому что на самом деле, если граждане не понимают роли и значимости Конституции, ну, наверное, это и вина и наша, юристов, потому что наш язык может быть достаточно сложный, надо Может, объяснить. достаточно сухой. Может быть сухой. И это, в принципе, я как юрист, я иногда тоже, наверное, как бы признаю, да, может быть, надо с каждой целевой аудиторией разговаривать на их языке, да? Абсолютно. Но просто я что хочу сказать, я призываю каждого зрителя, каждого гражданина нашей страны открыть эту Конституцию, потому что уж греха таить, у нас есть такие случаи, когда чиновники и граждане, да, когда взаимодействуют друг с другом, при возникновении каких-то конфликтных ситуаций, они говорят, мы не можем это сделать, потому что у нас есть инструкция. И получается такая ситуация, когда инструкция выше, чем Конституция. Да, Хотя, о чем по и сути, речь, о да. чем и речь. Поэтому здесь и чиновники, если честно, не каждый открывает Конституцию. Хотя, по сути, вот если взять, предположим, священные книги, Коран, Библия, там какие, да, самые основные, не укради, не убей и так далее. Постулаты такие постулаты, естественные, да. да. Вот если рассматривать Конституцию в правовом государстве, это мать законов, да? И вот эти основные принципы, потом они находят отражение в других отраслях права. К примеру, вот убийство, да? Ну, когда Уголовный кодекс принимался и предусматривалась ответственность за убийство, наверное, за основу не брали Коран и Библию. Четко в Конституции написано, никто не может быть лишен жизни. Вот исходя из этого правила, потом нарушение этого правила, оно вытекает в статью Уголовного кодекса. Или кража, да? У нас четко написано, что частная собственность неприкосновенна. То есть наша идея говорить об этих вещах, потому что, по сути, с Конституцией мы сталкиваемся каждый день. Каждый день. В повседневной бытовой жизни. И иногда мы даже, может быть, не понимаем, да, что на самом деле все это истекает из основного документа. Это вот настолько такая обыденная повседневная жизнь, и мы как бы считаем, что вот так сложилось. С другой стороны, Да. это хорошо, Марат. Это хорошо, если мы не задумываемся. Значит, она работает, да? Она хорошо. работает так ненасильственно, да? Значит, мы привыкаем к этому. Это нормально. Нет, еще как воздух. Да, еще когда Дышим. вот, например, вот вы правильно отметили, может быть, вот нужно заинтересовать, да, скажем, да, ту же молодежь, да, что если есть Конституция, значит, ты под защитой, да, так скажем, да, что у тебя есть не укради. Почему? Потому что твое право заканчивается там, где начинается права другого человека. Ну, тот вот такой вот язык, да, найти, да, согласитесь, да. Поэтому как раз-таки в рамках вот этого широкого общегосударственного празднования мы сейчас работаем с различными и организациями, в том числе и неправительственными организациями, и уже здесь мы их просим, поговорите с ними на доступном языке, да, если молодежь, вот общайтесь как молодежь с молодежью. Если нас не понимают, пусть поговорят на своем языке. И это очень хорошо. На самом деле вот такие дискуссии, они будут происходить в течение этого года, то есть чтобы это не ограничивалось каким-то одним праздником, да, 5 мая, одним днем. Мы надеемся, для что, галочки, так скажем. Да, мы надеемся, что именно в течение года
чем чаще, чем больше будут говорить об этом документе, чем больше будет открывать этот документ. Дискутировать. Ну, также мне кажется, что... Вот так и будет развиваться, да? Да. Потому что, по сути, ну, идеальных документов не бывает, да? Но все, что, я вот еще раз подчеркиваю, основные права и свободы человека, они полностью соответствуют всем и международным документам и так далее. Абсолютно правильно. Да. Ну, как раз таки, вот опять-таки я вот продолжу свою мысль, что вот наверняка, чтобы и в учебных программах как бы изучались такие базовые нормы, да, как раз таки раздел «Права и свободы человека», и тогда, наверное, когда откроет, допустим, да, статья такая-то, допустим, каждый человек, допустим, частная собственность неприкосновенна, да, как сказать. И здесь, наверное, каждый должен задаться, а почему она неприкосновенна? Собственно говоря, да, и то есть это поможет, как бы, скажем, задавать более, наверное, глубокие вопросы, да, а это даже должно распространяться. Вы хотите добавить, да, Айдар? Ну, действительно, мы сейчас вот Минюст, он ведет хорошую работу, делает инвентаризацию, они уже закончили, да, и я хотел бы вот как бы пожелать им и вообще другим законодателям, да, что при разработке закона не просто занимались, скажем, копипастом какой-то практики, какой-то страны и так далее, а именно брали какие-то моменты именно с Конституции, да, базовые моменты на основу чего-то, да, потому что это и есть та гарантия, которую Конституция дает, да, охват, который дает в законах. Например, впервые, можно так сказать, мы внесли тогда, была инициатива вот моя по защите инвестиций, да, что государство там обеспечивает, дает гарантию, да, вот целый закон можно разработать, да, целый закон можно, что, да, как и так далее. Либо же тот же перечень мы за основу вставили, есть такой момент, уполномоченный президент по правам ребенка, да, это огроменная область, да, там можно ее развивать и развивать, взаимодействие с другими органами. То есть эти, в основном, разработка Конституции имела социальный характер, да, социально ориентировочное направление, да, и как вот до этого сказали, правильно будет, если мы на разных площадках будем разговаривать с разными, скажем, с разной публикой, да, Да. потому что до каждого надо донести, что это очень важно, и тогда будут соблюдены реальные права, которые заложены в Конституции. Я еще, будучи работая в Конституционном суде, это еще было в 2007 году, нас, помню, критиковал тогда парламент, что за столько-то лет Конституционный суд рассмотрел там всего лишь там несколько десяток Да, кстати, дел. это был Но, следующий да, вопрос. Но в насколько идеале так соответствует было, что конституционности, да. есть много европейских стран, которые, скажем, за 10-15 лет рассмотрели 2-3 дела всего лишь. И это о чем говорит, что конституционные права там соблюдаются, да? И мы должны к этому ориентированно идти, что мы должны защищать, соответственно. А защита идет где? Соответственно, Конституция берет защиту, и ее надо уже воплощать в законах, да? То есть, если закон будет хорошо работать, если действительно закон, правоохранительный орган или другие органы будут защищать в основе закона, тогда, соответственно, не будет нарушений. Да? Если суды будут действительно справедливые решения выносить, да, по этой части тоже, да, и мы к этому идеалу должны прийти к такому, что, вот, скажем, через несколько лет там наш Конституционный суд там буквально там рассмотрел пару дел там за несколько лет. Это и есть действительно идеал будет соблюдение, да, прав и свобод, которые заложены в нашей книге основной. Да, на самом деле, Манат Мурза, я хотела вот также, вот вы с языка сняли о том, что вот действительно, я не говорю, вот вы затронули здесь чиновники определенные, не знаю, да, что такое там не открывали, там не знают нормы Конституции, ну, что греха таить, есть и отдельные нардепы, которые также не открывали, да, там страницы, и ну, вопрос в том, что они такие принимают законы, да, и эти законы не должны противоречить как раз нормам Конституции. Вот это в продолжении вашей мысли о том, что вот действительно вот сколько вот дел приходит, да, насколько он неконституционен, да, так скажем, да, вот вы что скажете на это? Ну, здесь надо понимать, что я бы вот хотел бы привести такую цитату
один из основоположников австрийского конституционного суда, он как-то сказал, что конституция без конституционного суда — это как солнце без лучей. Это не мои слова, да? Вот я, может быть, где-то чуть-чуть ошибусь, но смысл был именно в этом. И на самом деле органы конституционного контроля, то есть иногда говорят, вот Конституционный суд, вы основные стражники Конституции, да? Да, мы Да, основные это так. стражники, но надо не забывать, что стражниками Конституции являются все государственные органы. Милиционер, там, я не знаю, работник там, Все институты ЗАГСа, власти, да, все. Единственное, надо понимать полномочия, да? Наша задача в чем? Наша задача в том, чтобы проверять на предмет соответствия законов и иных нормативно-правовых актов нормам Конституции. Вот о чем и речь. И здесь, когда говорят об активности или, наоборот, пассивности Конституционного суда, надо понимать, что законодательная ветвь власти, скажем так, устанавливает правила, исполнительная ветвь власти выполняет эти правила, Судебная судебная, власть. если есть какой-то конфликт, разрешает эти конфликты. И у нас в полномочиях, да, мы не можем, там, предположим, приняли вчера депутаты закон, да, взять его и проверить, и самостоятельно рассмотреть его и признать неконституционным. Здесь очень важно, что вот как раз-таки, между прочим, Конституционный суд и парламент, они по сути схожие органы. Потому Согласна. что Такие смежные. они, да, конечно, смежные. да. Несмотря на то, что мы относимся к судебной ветви власти, А они к по законодательному сути, законотворчеству. как некоторые ученые-конституциалисты говорят, если парламент — это активный законотворец, да, то Конституционный суд — это негативный законотворец. То есть активный рождает законы, негативный убивает те нормы, которые противоречат Конституции. Поэтому Собственно, в этом ваша и функция. в этом наша и функция. И как раз таки, если вот, например, сравнивать тот же законодательный процесс и конституционное судопроизводство, например, гражданин, какой-то рядовой гражданин увидел и хотел проинициировать какой-то законопроект. Да, есть такая возможность. Но этот механизм настолько сложный, это ему надо там несколько десятков тысяч подписей собрать, да? Пройти, образовать регистрационную группу, инициативную группу, передать, пройти регистрацию в Минюсте, передать это в парламенте и так далее. Да? То есть это годами может продлиться. А конституционное судопроизводство, он видит, обосновывает, скажем так, почему, да, тот или иной закон он считает неконституционным. И в течение 5 месяцев, если решение будет вынесено в пользу гражданина, то все, парламент уже обязан будет привести в соответствие этот закон. Поэтому, когда мы говорим о различных вот таких площадках, мы как раз таки хотим показать, что граждане, есть уникальный институт, благодаря Пользуйтесь которому... нами. Да, пользуйтесь нами. На самом деле, здесь надо отметить, ну, у меня 20-летний стаж в государственных структурах. Я в разных органах работал, и в Министерстве юстиции возглавлял его, да. Но надо отметить, что именно Конституционный суд работает таким образом, что он, скажем так, призывает граждан: завалите нас работой, да? Мы не можем самостоятельно эти вещи рассматривать. И вот такие... Действуйте, защищайте абсолютно, да? И многие решения Конституционного суда, они действительно меняют правовую систему. Поэтому... Ну и также оно закладывает прецеденты, скажем, Да, в дальнейшем, это для истории. Поэтому, когда начинают говорить о том, что сколько дел рассмотрел Конституционный суд, надо понимать, во-первых,
компетенцию конституционного органа. И, во-вторых, я вот тоже советую хотя бы одно решение Конституционного суда посмотреть. Оно, по сути, где-то будет напоминать мини-научную диссертацию. Согласна, да. Да. Ну, собственно говоря, и многие научные работы аспиранты, да, пользуются с данной информацией. Вы хотите добавить, да? Да, здесь я вот хотел бы сказать, что тот опыт, который мы проходим, да, например, вот за эти годы, оно накапливается. Да, вот мы говорим о том, что в первые годы независимости, если мы укрепляли независимость, да, суверенитет нашей государственности, то сейчас на данном этапе нашего развития стоит задача совершенствования наших законов. Ну, в первую очередь, конечно, мы совершенствуем конституционное законодательство, да, в первую очередь нашу Конституцию. И, конечно, стоит задача, вот Айдар Мурзат правильно сказал, также необходимо, вот мы провели конституционную реформу, приняли новую Конституцию, да, очередную, то стоит задача теперь все те нормы, новшества, которые были внесены или внедрены в нашу новую Конституцию, они должны уже именно в законодательстве, все это должно быть уже как бы внедрено, получается. Да? Дальше надо развивать эти идеи, вот как мы говорим, те идеи, которые заложены, они должны быть воплощены уже в реальных вот именно действующих законах. Да? То есть привести в соответствие наше законодательство с новым или с вновь с принятой Конституцией. Это вот тоже одна из больших проблем или задач, которая стоит перед исполнительными органами, да, вот как здесь Марат Мырза сказал. И мы видим, что вот, по поводу вот именно политических партий, да, это один из видов общественных объединений. И мы не можем, например, их разные виды, да, это и просто общественное объединение, да, и другие виды. То есть граждане имеют право. Ну, так или иначе, это общественные объединяться. институты, Да. которые как раз-таки помогают вот в решении вот это этих мировой социальных опыт, задач, да, это которые международный опыт. Политические партии — это двигатели, то есть это один из политических сил или центров принятия каких-то общественных идей, то есть именно где аккумулируются, да, идеи, которые, ну, вот здесь я тоже согласен с тем, что одному человеку, одному гражданину очень сложно воплощать свои идеи, реализовать, да, например, или в политическом, в экономическом плане. Здесь необходимо объединение, и мы видим, что, может быть, некоторые наши граждане не согласны, да, с той политикой или там хотят внести новые, скажем, да. Нет, вы знаете, вот я приоритеты. вот, чтобы не забыть, да, я хочу вот продолжить ту мысль. Вот когда вот, в принципе, дискредитирован был институт парламентаризма, это как раз был момент, когда политические партии, может быть, нам позволили понять, может быть, недостаточно созрелые были, может быть, недостаточно такой уровень был, и вот они нужны, потому что это все социальные институты, они нужны, но в каком качестве и на каком уровне мы это должны... Здесь, видите, опять про международный опыт я хотел бы дополнить. Вот, про это партийное строительство, в принципе, во всех странах, и в США, и в Европе, да, в той же России, в Казахстане государство финансирует, выделяет из государственного бюджета деньги на партийное строительство. То есть мы дошли до этого уровня, что мы уже следующий этап партийного строительства, то есть уже из государственного бюджета необходимо предусмотреть именно не только на именно развитие партий, политических партий. На детские сады не хватает, еще партию финансировать. Именно на развитие и наших собственных, да, Нет, отечественных. вот повышать уровень политических партий, просто это, по-моему, вот если мы хотим развивать этот здесь, институт... видите, я еще раз вот по поводу, видите, у нас в обществе есть также и, видите, очень много вопросов по поводу общественных объединений, да, НПО. А мы в основном мы говорим, что НПО в основном финансируется из-за рубежа, да, вот из иностранных государств. А мировой опыт, международный опыт наших соседей показывает, что и государство также тоже финансирует оно заинтересовано, общественное объединение. оно в первую Потому очередь что, видите, заинтересовано. мы именно мы хотим, чтобы граждане именно развивались, да, то есть именно граждане повышали свою грамотность, да, вот в отношении своих прав, в отношении знаний Конституции, да? А без этого мы можем вытянуть людей, граждан, да, чтобы
мы должны же им создавать необходимые условия. Да-да-да, же, я согласна, здесь государство тоже должно быть активным. Заинтересовано. Да. То есть это один из направлений. Мы да. свидетели того, что практически члены тех или иных политических партий толком не могли объяснить программу политических партий, в конце концов, да? Нету никаких программ политических партий. Нет, но тем не менее, они же Они выступают, все, это же одно из условий, да, чтобы была партия той или иной. Там никто ни за что не выступает. Вот в этом и... Я вот просто сейчас, то, что Марат Мырза сказал, я просто сейчас вспомнил, что вообще интересно у нас развивается, что одним из исков, который рассмотрел Конституционный суд, одним из первых после принятия этой Конституции, был иск Кабинета министров. Да? То есть о той статье, в которой указывало, что пенсии и пособия, они... Например, мне это, с одной стороны, интересно, да? Если учесть, что во главе исполнительной власти стоит президент, да? Получается, Кабинет министров, да? Во главе которого стоит президент, да? Обращается в Конституционный суд и считает, что вот эта статья Конституции, она не будет работать, да, и просит вас обосновать. Мне нравится, у нас остается мало времени. Тенденция сама. Ага. Марат Мырза, у нас просто остается мало времени, если останется время ответить вопросу Алмазбек Мырза. Вот я хотела бы, вот вы здесь в начале нашей передачи сказали, что мы планируем ряд мероприятий. Хотелось бы тоже немножко, чтобы люди знали, какие это будут мероприятия и что вообще включает все это в ваши мероприятия. На самом деле, многие мероприятия, которые мы сейчас обсудили, они вошли в план, который был утвержден Кабинетом министров. Если говорить о таких масштабных мероприятиях, то летом этого года, в июне, где-то в 20-х числах июня, мы планируем провести такую большую международную конференцию, куда планируем пригласить порядка 20 делегаций, представляющих именно органы конституционного контроля, потому что именно вот такие дискуссии, нам кажется, они тоже позволят и нашим чиновникам, ученым, скажем так, лучше понять какие-то вещи, да? Помимо этого, начиная со школ, то, о чем вы говорили, да, будут предусматриваться какие-то часы, где будет буквально там очень вводные вещи, да, проговариваться. Конечно же, большой акцент делается на вузы. Мы сейчас только говорили, что практически все вузы, они активно поддержали эту идею, они проводят эти дискуссии. Потому что пусть будет много споров, да? Пусть будут много вопросов. Много вопросов. Пускай будут ответы, которые могут даже и не удовлетворить, да? Но чем больше об этом будет говориться, это своего рода тоже, да, будет помогать тем людям, которые должны ответить на какие-то вопросы. Они тоже должны как бы развиваться, да? Ну и, естественно, такое самое 5 мая будет мероприятие с участием президента. Я надеюсь и по-моему, знаю, что КТР будет прямой эфир проводить. И вот много других вот таких мероприятий. Спасибо, у нас уже практически время вышло. Спасибо, что пришли и уделили свое мнение и подискутировали о теме Конституции. Я поздравляю всех нас с 5 мая, с Днем Конституции. Спасибо. На этой, как говорится, позитивной ноте наш эфир завершен. А я вас, уважаемые телезрители, поздравляю с наступающим праздником Дня Конституции.